В эфире канадского телевидения информационный выпуск «Вести недели», в студии Рената Сагдеева. Здравствуйте. День России – главный государственный праздник, относительно молодой, но всенародно любимый. Съемочная группа канадской студии телевидения посетила главный праздник нашей страны. День России. Тихо в двери к вам стучится. На порог скорее его впустите. Пусть страна родная солнцем озарится. Ну, а вы всегда в гармонии живите. Главный праздник страны – День России. 12 июня канажцы отметили праздник независимости, справедливости и единения. Символично торжественное мероприятие провели в сквере афганцев. Все это дается, наверное, многовековой историей нашей страны, которую наши прапрадеды еще заложили. Поэтому в этот день мне хотелось бы каждого из присутствующих поздравить с этим праздником. Пожелать мира, добра, счастья, благополучия, но и самое главное – здоровья вашим семьям. Самое главное – здоровье вашим близким. И быть нам самой счастливой страной в мире. Всех с праздником! Стало доброй традицией в День России вручать паспорта гражданина Российской Федерации. Я желаю им успехов во всем. В труде, в учебе, чтобы они стали достойными гражданами нашей необъятной страны и нашего маленького, но такого уютного города Канаш. Для вручения паспорта гражданина Российской Федерации приглашается Иванов Евгений Викторович. Приглашается Андреева Анастасия Олеговна. Приглашается Эмиршанов Тимур Гурбанович. Приглашается Шуреков Арсений Сергеевич. Приглашается Николаев Максим Дмитриевич. Бурмистров Давид Вадимович. И приглашается Сапаева Агнеса Исмаиловна. Относитесь к паспорту бережно, с уважением и с честью носите гордое звание гражданина Российской Федерации. И помните, Россию строить молодым. Сила нашей страны – наше братское сообщество, отметил Виталий Михайлов. Очень большую работу в городе ведет боевое братство. Я хотел бы сегодня отметить активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Великой Победы, именно представителям канадского боевого братства. Канажцев и гостей города порадовали концертными номерами. Как и всегда, лучшие номера подарили воспитанники Дома детского творчества, музыкальной школы и Дворца культуры. Владислав Васильев, сквер афганцев. Социальная помощь бесценна. Эта работа является значимой поистине для всех. В Центре комплексного обслуживания населения нашего города прошло торжественное мероприятие в честь Дня социального работника. Подробнее далее.
Помогать людям – вот истинное предназначение этих людей. Именно к ним идут канашцы, когда нужна поддержка и помощь. Как взрослым, так и детям здесь помогут в трудной жизненной ситуации. С профессиональным праздником сотрудников социальной службы поздравил заместитель главы администрации города Канаша Денис Церфус. Уважаемые работники и ветераны социальной сферы, администрация города Канаш сердечно поздравляет вас с вашим профессиональным праздником. Как уже было сказано, ваша профессия очень востребована в современном мире. Ваш труд и ваш вклад в помощи нуждающимся людям в обществе, она очень востребована. Труд ваш очень важен. Как уже было сказано руководителем выше вашим, что ваша забота и ваше отношение к социально значимому населению на сегодняшнее время очень важно. Поэтому мы желаем вам в первую очередь здоровья, желаем вам счастья, удачи, успехов, здоровья вашим семьям и благополучия. В Центре комплексного обслуживания населения отметили лучших сотрудников наградами, поблагодарили ветеранов социальной службы за вклад в развитие отрасли. Почетной грамотой награждается Федорова Татьяна Кузьминична. Почетной грамотой награждается Сурнаева Ирина Алексеевна за добросовестный труд в сфере социального обслуживания населения. Нету? Хорошо, спасибо. Обязательно передадим. И почетной грамотой награждается Михайлова Елена Валерьевна. Эти люди не остаются равнодушными ни к одному человеку. Они поддержат каждого и словом, и делом. Слова благодарности в адрес работников социальной сферы сегодня звучали от каждого гостя. Сегодня мы с вами очередной раз встретились, чтобы отметить наш профессиональный праздник. Праздник людей, которые подарили себя такой благородной профессии – социальный работник. Я хочу сказать, что это люди с большой буквы, это люди с большой душой, которые ежедневно, ежечасно, ежеминутно и круглосуточно несут добро людям, детям, нуждающимся в их помощи, которые, несмотря на снег, дождь, непогоду, всегда придут к ним, помогут, принесут, поговорят, то есть уделят свое внимание, подарят частичку своего тепла и души, и сердца. Я хочу сказать, что это люди те, которые не только организуют уход ежедневный за людьми старшего поколения, за детьми, но и те люди, которые организуют и активный образ жизни, помогая тем самым продлевать свое долголетие, вести активный образ жизни и стремиться к лучшему еще. Поэтому, уважаемые коллеги, примите мои слова благодарности за ваш достойный труд, за ваши теплые отношения ко всем нашим подопечным, и к детям, и ко взрослым. И от всей души я хочу поздравить вас с нашим профессиональным праздником, пожелать вам здоровья прежде всего, оптимизма, терпения желать не хочу, сил только пожелать хочу. Хочу, чтобы вы с удовольствием ходили на работу и с удовольствием возвращались домой. То есть благополучие в ваших семьях, вашим детям, родным, близким. Берегите себя. Мы выстояли, я думаю, что сложное время, когда была пандемия, все смогли. Мы большая дружная команда. Я вас всех очень уважаю, ценю и люблю. Счастья и здоровья вам. От имени Чувашской республиканской организации Союза от всей души поздравляю вас с Днем социального работника.
Желаем, чтобы работа всегда спорилась в кругу друзей и единомышленников. Пусть искренняя благодарность людей облегчает груз ответственности, лежащий на ваших плечах. Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким. Поздравляю вас, не только вас, конечно, нас, с этим профессиональным праздником. Наша работа – это работа с гражданами старшего поколения, с людьми с ограниченными возможностями здоровья, с детьми. Поэтому наша работа требует большого внимания и терпения. Каждого выслушать надо, каждого понять, каждому объяснить. Желаю вам всем крепкого здоровья, счастья, семейного счастья, домашнего уюта, чтобы все в семье было хорошо, благополучно. С праздником вас! От лица своего кадрового центра мы поздравляем коллег также с этим профессиональным праздником. По количеству награжденных мы видим, что в ваших коллективах работают люди с высоким чувством ответственности. И нужно отдать должное, что вы справляетесь с поставленными задачами. Вы разделяете чужую боль, опекаете слабых, которые нуждаются в поддержке. И вот пусть новый профессиональный год порадует вас приятными сюрпризами и отличными новостями. Пусть все ваши труды будут результативными, добрые ожидания оправдаются, цели будут достигнуты, а мечты будут исполнены. И, как говорят, мы желаем вам работать по совести и жить по инструкции настоящего счастья. Своими поздравлениями порадовали даже маленькие канашцы. Владислав Васильев, Вести недели. В студии была Рената Сагдеева. Всех благ вам и здоровья. До новых встреч. Каждого клиента всегда рады видеть в магазине «Светофор» по адресу Канаш, улица Котовского, дом 4. Большой ассортимент товаров, которые предлагают ведущие производители России и ближнего зарубежья, это известные бренды, которые завоевали любовь и доверие покупателей. Тем более, что ассортимент постоянно обновляется, магазин радует клиентов новинками и продуктами разных категорий. Уважаемые покупатели, магазин «Светофор» напрямую сотрудничает с производителями, поэтому мы сохраняем гуманные цены для населения. Наши цены ниже рыночных на 20-30%. Также на постоянной основе мы устраиваем акции, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Купить в магазине «Светофор» можно канцелярские принадлежности, бытовую химию, консервы, чай, кофе, кондитерские изделия, посуду, хозтовары, продукты питания для ваших питомцев и многое другое. В магазине «Светофор» я закупаюсь достаточно часто. Во-первых, меня привлекает то, что магазин расположен в центре, удобная транспортная доступность, на машине подъехать можно, стоянка есть своя и широкий ассортимент предоставленной продукции. Цены гораздо ниже, чем в других торговых точках, то есть можно приобрести продукты впрок. 5-килограммовые упаковки здесь есть, выгодно покупать сахар, муку, крупы. И раз в неделю стабильно посещаем данный магазин. Продавцы вежливые, улыбчивые и всегда готовы прийти на помощь, подскажут, где что находится. Ну, здесь очень много новинок, во-первых, постоянно завозят они. И цена подходящая, ассортимент очень большой. Ну и подешевле, конечно, чем в городе, в городских магазинах. Ну и, в принципе, всегда все аккуратно очень сложено. И всегда, мне нравится, я всегда сюда захожу. Мне очень здесь нравится отдел, где продают удобрения, кашпо, вот такой. Я люблю в огороде возиться, поэтому с удовольствием всегда хожу. Здесь всегда есть что-то купить. В новом сезоне мы вам желаем больше тепла, солнца, изобилия, хорошего урожая и отличного настроения. Большое разнообразие, низкие цены, постоянные скидки и акции в магазине «Светофор» ежедневно радуют своих покупателей. Привлекает широкий ассортимент, низкие цены. Я частенько сюда захожу, беру в основном продукты, бытовую химию. Обслуживание очень хорошее, продавцы все вежливые, на кассе все вежливые. Какой вопрос возникает, сразу подскажут, помогут, разъяснят. Очень все нравится.
Светофор может удовлетворить потребности любого клиента. Приходите в магазин «Светофор» по адресу город Канаш, улица Котовского, дом 4. Совершайте умные покупки, экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. Двери магазина открыты для вас по адресу город Канаш, улица Котовского, дом 4. Масло подсолнечное 5 литров 568,90. Уголь древесный 20 литров 146,50. Газ для портативных приборов 400 мл 85,40. Мыло хозяйственное 200 грамм 21 рубль. Ноги свиные 1 килограмм 29,90. Мороженое пломбир натуранчо 90 грамм 36,90. Мука пшеничная высший сорт 5 килограмм 177,90. Всегда свежая свинина. Бедро, грудка, голень куриная